ее потенциалом и будущим, поэтому всегда была в центре внимания государства. Нынешняя молодежь Казахстана – это поколение, которое родилось и выросло в период серьезных политических, социальных и экономических трансформаций. Это молодые люди со своим взглядом на мир, позицией и ценностями. Есть ли у них проблемы и как они решаются, попробуем узнать у людей, работа которых тесно связана с молодежью. В городе Рудном действует молодежный ресурсный центр. В его стенах действует штаб волонтеров. Волонтерская деятельность позволяет решать самые разные общественные проблемы. Благодаря усилиям добровольцев проходят масштабные акции и мероприятия социального характера. На нашей встрече присутствует руководитель центра Бекситова Лейла Какимжановна. Лейла Какимжановна, расскажите, пожалуйста, о направлениях деятельности вашего центра. Большим удовольствием. Основным направлением молодежно-ресурсного центра является поддержка талантливой молодежи в спорте, культуре, продвижение новых интересных идей, вовлечение молодых людей от 14 до 29 лет в социально значимые мероприятия. Одним из них является волонтерская деятельность. Также точечную работу проводим с молодежью категории НИИ. Обучение жизненно необходимым навыкам, мероприятия, направленные на укрепление института семьи. В Кустанайской области надо отметить, что молодежный ресурсный центр города Рудного имеет собственное здание со своим хорошим актовым залом, где проводятся всевозможные мероприятия. Мы приглашаем молодежь города Рудного проводить свои мероприятия, может быть, свой досуг в стенах нашего молодежного ресурсного центра. Также мы поможем вам осуществить свои идеи. Будем учить вас писать молодежные проекты. Может быть, кто-то из вас согласится присоединиться к нашей волонтерской деятельности. О волонтерской деятельности расскажет Гробовская Анастасия. Да, пожалуй, я начну с того, что такое волонтерство. Волонтерство – это у нас именно добровольная деятельность, которая строится на трех основных принципах. Это добровольно, во благо общества и по собственному желанию. То есть волонтеров никто никогда не вынуждает к этой работе. И в основном это ребята, которые сами приходят, сами что-то придумывают, между собой это обсуждают, разговаривают об этом и, собственно, делают какие-то общие дела по благу. То есть обязательно эти дела приносят какую-то пользу. У нас в Казахстане с 2020 года и вообще до этого начало уделяться огромное внимание волонтерскому движению. И у нас появляется волонтерство в нескольких различных сферах. У нас есть социальное волонтерство, оно направлено на решение каких-либо социальных проблем, каких-либо вопросов, которые касаются именно общества. То есть это может быть помощь каким-то бабушкам, допустим, помощь в работе с детским вниманием, с людьми с ограниченными возможностями. Также у нас есть отдельная часть волонтерства, которая направлена именно на работу с животными, то есть зооволонтерство, которое также поддерживается и тоже набирает сейчас обороты. Также есть культурное волонтерство. Одним из таких проектов в этом году стал проект «Слумура». Это был общенациональный историко-культурный проект, в котором проводила деятельность, направленная на сохранение объектов культуры в Казахстане. Также к социальному волонтерству у нас есть, вообще в целом есть национальная волонтерская сеть. Это единая организация, которая, в принципе, координирует и, в принципе, собирает все данные и имеет все данные по волонтерству по всей республике. То есть в основном все волонтеры и все данные по волонтерам у нас представлены именно в национальной волонтерской сети. И вот как раз национальная волонтерская сеть совместно с ЮНИСЕФ, Детский фонд международный, они реализуют несколько проектов именно в Казахстане. Также я являюсь волонтером этих проектов, проект «Грин» и проект «Веками». Это проект, направленный на информатизацию, на профилактическую такую работу о деятельности, допустим, в сфере экологии и о том, как каждый из нас, в принципе, в каждом своем каждодневном действии может именно поспособствовать улучшению экологической ситуации. А вот проект «Веками» – это проект, направленный на профилактику буллинга и кибербуллинга в школах, то есть именно со школьниками мы работаем. Мы проводим профилактические занятия, рассказываем в школах, также дают профилактические часы для родителей тоже. В целом волонтерская деятельность у нас очень многогранная и очень много сфер, которые волонтеры могут реализовать.
Сегодня здесь в стенах библиотеки присутствует еще руководитель штаба МИН Вероника Александровна. Я хочу задать такой вопрос. Какую помощь вы оказываете малообеспеченным и пожилым людям? Наш штаб осуществляет проект «Руднинский договор». В этом году проект работал в 7-й раз уже. Мы помогаем не только малообеспеченным и пожилым людям, также у нас люди с ограниченными возможностями и многодетные семьи. Вот. То есть мы поздравляли их с Новым годом, мы помогали им какими-то продуктами, вещами первой необходимости, может быть. То есть, когда мы узнаем, что кому-то необходима помощь, то есть это не разовая акция, это не значит, что вот мы сейчас помогли от сил до сил и все. Вот. Например, позавчера мы позвонили, мы начали собирать памперсы. Вот мы сейчас пойдем с памперсами. Когда мне позвонят в следующий раз, я не знаю, что мы будем собирать, но мы обязательно это соберем. Вот. Поэтому волонтерство многогранно принимают все жители города Рудного, вот, по мере сил, возможностей. В нашем городе достаточно таких светлых, хороших людей. Я рада это слышать. О деятельности городского дебатного клуба «Сократ» расскажет Васина Елизавета. Здравствуйте, я глава дебатного клуба «Сократ». В первую очередь думала, стоит рассказать о том, что же такое дебаты. Дебаты – это в первую очередь искусство слова, то есть она развивает кругозор, развивает вашу речь. Даже если вы ранее боялись в принципе выступать, у нас было много случаев, когда дебатеры впервые, приходя в Сократ и первый раз выступая даже перед небольшой публикой, у них начинались слезы, ступор, и в принципе они не знали, как себя повести. В дальнейшем эти же самые дебатеры занимали призовые места в турнирах областного значения, регионального значения, республиканского и даже международного класса. Также они становились судьями и, в принципе, спикерами большого класса. В первую очередь, наш дебатный клуб «Сократ» – это одна большая семья. Мы поддерживаем друг друга и учимся правильно строить свою речь. Дебаты помогут конструктивно и аргументированно отвечать на любые вопросы. И также, в принципе, это поможет в дальнейшей жизни, чтобы строить свою жизнь и карьеру. Ребята, каким вы видите свое будущее и чем планируете заниматься? Ну, мои планы на будущее: я хочу поступить и дальше заниматься своей сферой деятельности. Я очень сильно безумно мечтаю поступить на клинического психолога и дальше заниматься психологией людей. По мне это очень увлекательно. Спасибо. Может, еще кто-то хочет высказаться? Я бы хотел сказать, моя основная цель поступления – это поступление в Чехию, получается. И самая главная цель – это стать учителем всемирной истории. То есть недалеко известно то, что во всяких странах по-разному преподают историю. И для меня основная цель – это прям преподавать все так, как нужно. Спасибо за откровенность. Подводя итоги, можно сказать, что несмотря на масштабное влияние информационных технологий, традиционные ценности молодых казахстанцев остаются неизменными. Получение образования, создание семьи и самореализация. Пожелаем молодым людям Казахстана достижения целей.